Мастерская для меня это как второй дом. Я в нем и работаю, и живу. Для меня она все. Все для меня. Я сюда прихожу, чтобы что-то делать. Потрескивают дрова в печке, в мастерской тепло и уютно. Огонь мастеру художественной ковки Руслану Калухову нужен для обогрева помещения. А еще вместе с разгорающимся пламенем рождаются новые идеи. Осетинский Гефест – не сторонник традиционной кузнечной атрибутики, фартуков, повязок. Работает в обычной одежде. Но звук стука его молота по наковальне так же громок, как у славянского бога-громовержца Перуна, ковавшего молнии. Работает Руслан Калухов в мастерской с утра до вечера, получая от тяжелой физической работы полное моральное удовлетворение. Его золотые руки создают уникальные изделия. Это настоящая магия, воплощенная в меди. Занимается кузнец в последнее время в основном холодной ковкой, которую называют выколоткой или дифовкой. Еще в древности это занятие было популярным среди мужчин. Найденные при раскопках сокровища скифов, стилизованная посуда, украшения, различные ценные сувениры лишь подтверждают этот факт. Отличие холодной ковки от горячей в технологии. При горячей металл нужно разогреть в горне и обработать на наковальне, а при холодной или выколотке нагрев не нужен, а форма изделию придается за счет способности металла под ударами молотка деформироваться. В этом случае пригоден только тонкий листовой материал, как для чеканки, но при чеканке все виды работ выполняются чеканами, а при выколотке – специальными выколоточными молотками. Раньше без кузнеца не обходилась ни одна большая деревня, а сейчас художественная ковка – это больше искусство, чем необходимость. Когда-то самой востребованной продукцией были мечи и доспехи, а теперь на гребне волны – сувениры. Сначала Руслан Калухов рисует эскиз, затем начинает работать с медью. В металле всегда получается даже интереснее, чем выглядело на бумаге. Таких рисунков у него великое множество. Это своего рода эксперименты, иллюстративный материал, с помощью которого мастер ищет новые образные решения. Я уже рисую так, как я из меди буду делать. Вот. Поэтому я могу вот так сделать, потому что там пойдет вот дальше. Они чтобы необычные были. Не просто вот как кувшины похожие были, а что-то необычное. Можно вот так. Ручки можно разные делать. Например, вот так поэтапно, поэтапно. И вот так собирается много, собирается. И где-то из 20, из 30 я один выбираю. Из них я слаживаю, вот, например, это, то есть компоновка, и один получается. И один я делаю, например, вот уже готово, один. А потом следующий, вот здесь поэтому много у меня, поэтому разные. Он мог бы стать известным спортсменом международного класса по вольной борьбе, но выбрал творчество. Пошел по следам отца, искусного кузнеца, к которому заказчики приезжали даже из соседних республик. Руслану Калухову повезло и с учителями. Его дядя, художник Майрам Тагаев, познакомил перспективного парня с директором творческо-производственного комбината художественного фонда РСФСР Виктором Батиевым, благодаря которому Руслан стал работать форматором скульптурного производства. Многому его научил мастер по выколотке Альберт Сергеевич Беляев, который приезжал в Осетию, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с местными мастерами. Как раз сюда был приглашен лучший мастер Москвы по выколотке. Это было, он исполнял работу в университете погибшим студентам. Вот там я у него работал учеником, у мастера. 6 месяцев мы делали. А после этого меня послали в Москву, как бы на стажировку, оттуда в Калугу. А когда он уезжал, мой учитель, Беляев Альберт Сергеевич, я его провожал. И он мне сказал так: Руслан, я, говорит, тебе не все показывал. Ты, говорит, может, обижаешься на меня, но я, говорит, тебе не все показывал. Я хочу, чтобы ты сам достиг потихоньку. Тебе сначала, говорит, будет тяжеловато, говорит.
И так получилось. И постепенно, после приезда, я начал работать у скульптора Хаева Владимира. У меня были ключи его, и вот оттуда я начинал. Хаев меня всегда вдохновлял и говорил, все будет хорошо. И прошло время, и как-то я схватил технику. И вот так постепенно я начал работать. Он мне уже другие заказы давал. Я выполнял другие заказы уже от других скульпторов. Много заказов было исполнено. Хорошим опытом для Руслана Калухова стала стажировка на комбинате строительных деталей в Москве. Много профессиональных тонкостей перенял он от столичных мастеров-литейщиков, арматурщиков, выколотчиков. И, вернувшись домой, стал помощником скульптора Владимира Хаева. Пришел момент, когда Руслан уже самостоятельно вылепил бюст художника Махарбека Туганова. Затем создал бюсты Пушкина, Костахи Тагурова, основателя села Тулцгун Дзамбулата Будаева. Это медные все бюсты, все это из меди сделано. И хаевские работы, и с кем я работал, с ребятами, со скульпторами, переводил я в медь. И они сейчас в медном скульптуре находятся в селах. Вот Дзамбулат, Будаев, да и многие работы, разные работы. Вот Коста я перевел тоже. Вот это из гипса, я с него, вот, с этого сделал я вот тоже медный. Многие художники изготавливают кованые изделия из латуни, но Руслану больше нравится красота и благородство меди. Он решил попробовать себя в создании посуды из этого металла. Сияющая красноватыми переливами поверхность изделий, выполненных из меди, не может остаться незамеченной, ведь она придает интерьеру особый шарм и выразительность. Это не просто кувшины и вазы разной формы, это действительно произведение искусства. Медь находим сами. Бывает на заводах, бывает у кого-то есть, кто-то предлагает нам. И вот так мы покупаем. Родственники помогают. Двоюродной брат мне помог, сестра двоюродная помогла. Вот они через них, материал дорого стоит очень. Вот они мне помогают. У осетинского умельца нет специального художественного образования. Понимание собственного профессионального уровня пришло со временем. Он интуитивно научился осознавать, что такое железная эстетика, а что такое железная пошлость. Научился творить, создавать уникальные вещи. Специального образования нет у меня, но, вы знаете, можно работать, можно творить. Если что-то есть от Бога, то почему нельзя? Можно даже интереснее делать. Можно. Несмотря на то, что выколоткой можно заниматься практически в любом месте, главный инструмент кузнеца наковальня у Руслана Калухова имеется. Их даже две. И использует он их, когда нужно разогреть заготовки в горне, чтобы придать им необходимую форму. Сочетание холодной и горячей художественной ковки дает возможность раскрыть истинную красоту металла и создать изделия, достойные стать украшением самых изысканных интерьеров. Вот эти, например, я делаю как бы холодные, а, например, если переводишь в бюст, там по-другому надо делать. Там горячее надо, по-другому совсем надо. С самого утра и до позднего вечера во дворе художественных мастерских раздается стук молотков Руслана Калухова. Коллегам по цеху он не мешает. Они знают, что мастер творит, превращая кусок металла в необыкновенное изделие. Знаю я его давно, как отличного мастера выкладки. Это когда по бетону медь, листы меди оббивают, скульптуру. Таких мастеров, как он, нету в этом деле. Делали памятник жертвам репрессий в город Норильск. Вот с ним он выкладку делал. По одному фрагменту памятника там был такой венок с кистями рук, вот такой, по кругу. Вот он сделал выкладку, сделал ее шикарно просто. Я, честно говоря, не ожидал, что творческие работы у него настолько выразительные получатся. Он же никогда раньше этого не делал. И я знаю, что Осетия славится народными умельцами, но я такого не видел, честно говорю. То, что он делает, нигде такого нету. Это я знаю точно. Вот. И
Мне нравится техника его, как он это исполняет. Настолько профессионально, что просто даже, удивительно. С Руслана я знаю давно. Мы с ним еще учились в интернате, просто с детства. Это очень хороший человек, товарищ очень хороший, надежный. Где-то года 2-3 тому назад он нашел свою стихию. Понимаешь? Он создает такие уникальные, самобытные. Вообще Осетия всегда славилась такими людьми. Вот он себя нашел, сидит здесь. И зимой, и холод бывает. Приходит в любое время. Я смотрю, кто-то стучит, значит, говорю, Русик здесь. Раньше он выколоткой занимался, а сейчас он начал заниматься творческой работой. И вещи его, совершенно не похожи на те вещи, которые до этого в Северной Осетии были сделаны. То есть у него есть какое-то особое чутье на эти вещи. Если на них посмотреть, кажется, что это горы, это Кавказ, и все вещи, они у него такие пластичные, необыкновенные. Если художник говорит со зрителем на языке живописи, то Руслан изъясняется на языке формы. С каждым разом задача усложняется, как в спорте повышается планка. И чтобы достичь заданного уровня, приходится трудиться больше. Создание кованых ваз – процесс сложный и кропотливый, но результат стоит затраченных усилий. В работе сложное у меня самое, это вообще-то придумать, а потом исполнить. Все я сам придумываю, все сам. Никогда на компьютере даже нет. И не хочу. Хочу сам думать, хочу сам придумать, так интереснее. Все, что мастеру сложно передать словами, все тонкие чувства и их оттенки, он старается выразить через изгибы линий своих работ. Ограничений для полета фантазии нет. Кувшины и вазы могут имитировать древние аланские сосуды, а могут быть и ультрасовременными. Все зависит от предпочтений автора. Одно из последних увлечений художника-самородка – изготовление кофейных турок. Из меди они получаются лучше, уверяет Руслан. Высокие показатели теплопроводности обеспечивают равномерный нагрев и позволяют получить действительно идеальный вкус ароматного напитка. Вот эти турки отличаются от других. Почему? Потому что они как бы самобытные. Я делаю с узором, по-своему узоры делаю я. Это не просто пайка, здесь сама сварка. Потом, вот эти турки, когда заготавливают кофе, она дольше, но она бывает вкуснее. Намного лучше, чем обычные в магазине продают. Есть в магазине штамповки эти разные. Иной раз материал бывает, их скрывают медную, а это чистый медь. Это чистый, вот поэтому отличаются они. И все турки я делаю по-разному. Они у меня все разные будут. Это так. Здесь другое, вот другое совсем. Потому что, пускай будет, если даже я делаю, вот, например, турки, есть на правую руку и на левую руку. Может, вот так тоже я делаю. Это специально сделано. Вот. Заготовки пока. Это пока заготовки. Потом будут ручки, но это тоже медные будет. Туда я буду деревянные ручки по-своему тоже делать. Красивые такие, размер. И размеры такие будут, что когда в воду кофе варим, чтобы она не падала. Это тоже надо расчет сделать. Первая работа у меня была, вот эта часть с одного куска была сделана из меди. Это солнце, это луна, здесь звезды. И она я повесила на стене, чтобы думать продолжение, как с него еще продолжение сделать. И пришло время, у меня получилось. Я создал вторую часть. Потом я думал, когда-то же что-то было, солнце, луна, звезды, откуда же произошло же это. И вот взрыв получилось у меня, что-то было. И название было, вначале было слово. Вот сперва здесь была форма сделана, без них, без ничего. То же самое я смотрел, ничего этого не было, ничего абсолютно. И я начал, надо с него просто не так, это что форма была. Я начал придумать, давай я сделаю пастуха, название пастух. Я начал с этого, это все ручная работа. Вот здесь
как бы подчеркнул Туров и горы. Типа, чтобы художественное было. Здесь маленькая, здесь 6, а здесь это 7, чтобы 7 было. Вот так потихоньку она... Вот это тоже начал я наращивать. Это как толстый уже. Все это ручное. И сварка, и чеканка. Все я сам вот так ручную это делал. Где-то я его делал около месяца. Вот это я уже хотел совсем по-другому отличить их от других ваз. Это совсем другая фактура. Здесь так, здесь играет песня, гармония, все сочетается она. Вот поэтому я вот такое сделал. Вот. Гармония. Вот это совсем по-другому тоже сделано. Здесь уже с ножками необычные. Вот это я решил вот таким образом это сделать, такая фактура. Все это заварено тоже, все это ручная работа. Все здесь ручное, вот это совсем по-другому. То же самое, у меня заготовки были. И вот так со временем у меня получилась вот такая работа. Со временем. Это тоже где-то около месяца я над ним трудился. Все линии и переплетения тонких узоров выбиваются часами. Не один день и даже не один месяц порой уходит на то, чтобы создать будущее произведение искусства. А интересные эксклюзивные изделия всегда пользуются спросом. Чтобы изделие получилось, у меня времени примерно уходит, по-разному. Вот работы разные, где-то неделя, где-то месяц, где-то 1,5 тоже. Так тоже бывает. Так нельзя, не могу сказать, что вот это больше мне нравится, вот это почти одинаково. А повторять я никогда не повторял, потому что в дальнейшем тоже они будут у меня разными. Разными, задумки очень много. Руслан уверен, бесспорное преимущество кованых изделий в их прочности. Таким сосудам не страшны падения. Они не разлетятся на десятки осколков, как хрустальные. Кроме того, они просты в уходе. Каждая ваза мастера имеет свое поэтичное название. Дзераса, скиф, песня, пастух, нарт. Эти предметы интерьера всегда найдут свое место в доме. Каждый сосуд, например, вот каждая ваза, что я делаю, я их делаю под старину. И когда на них смотрю, и каждому название я придумываю оттуда. Руслан Калухов создает не просто красивые, но и функциональные вещи по принципу «декор плюс польза». Иногда изготавливает форму будущего изделия по вылепленной из скульптурного пластилина модели. Вот форму создаю я. Она почти уже готова у меня. Под размер все. Это назовем чаша для пива Остинского. Вот такая будет. Здесь еще ручки будут у меня. Ручки. Ручки лепить не надо. Я их сам сделаю напрямую. Вот как на них делаю, вот так я сделаю. С него форму я сниму гипсовую и залью материалом, который у меня по нем я уже сделаю. И вот так я буду делать. Форма у меня будет, и на нем я буду делать. И она будет, обычная вот такая пустотела, как другие. Дно тоже подумаю. Работы мастера участвуют в выставках. Это хороший способ заявить о своей продукции, прекрасная возможность увеличить число заказчиков. Я очень много раз участвовал на фестивалях, выставках. Это было в Краснодаре, в Ростове, в Ингушетии, у нас в республике. Надо свои работы выставлять. Выставлять надо. Мнение народа надо слушать, как скажут. Да и коллег, которые здесь. Это искусство покоряет сердца тысяч людей. Несмотря на то, что в Осетии представителей кузнечного дела считанные единицы, в России это ремесло сегодня популярно. Только на форуме более 30 тысяч пользователей. Есть Союз кузнецов России, есть гильдии. Как и в любой сфере, здесь существует своя конкуренция. Но она честная, потому что человек, оценивая увиденные им изделия, сам принимает решение, у кого сделать заказ, ориентируясь на стоимость и качество. В старину были кузнецы, конечно, прекрасные, и сейчас есть. Конкуренции я на это не смотрю. Я свое дело делаю, честно, как могу. Вот и все. Учеников нет у меня. Почему? Потому что, во-первых, никто не хочет. Он может побыть с тобой 1 день, 2 дня и скажет: я пошел, не хочу.
Это не так просто. Здесь надо просто любить свое дело и родиться. Что Бог дает тебе, то и я и делаю. Найти учеников сложно, потому что человек должен любить свое дело так, чтобы это чувство стало движущей силой в профессии. А научить этому невозможно. Зато есть почитатели таланта. Среди самых важных – жена и дети Руслана. Вот 5 детей. Они меня всегда вдохновляют. Дочки, старший сын всегда: главный, папа, будь здоров и работай, твори. Вот это их слова. Вот и творит Руслан каждый день, работая в своей небольшой мастерской. И в жару, и в холод. Сначала пропускает идею через сердце, потом через голову, и только тогда доверяет рукам. Я бы хотел создать что-то еще необычное. И я думаю, в голове есть у меня. Надо будет исполнить еще. Есть мечта, есть много. Это надо показать сперва, а потом, чтобы человек понял. Так я не могу объяснить пока. Оно у меня в голове, но надо это создать. Если что-то не получается, не надо на этом останавливаться. Надо идти вперед, надо познавать, еще надо, еще трудиться надо. Вот. А там уже кто как может. От Бога, что тебе дано, то и будешь делать. Экспериментируя, ломая стереотипы, позволяя зрителям погружаться во множественность смыслов и интерпретаций, мастер создает красоту. Счастливый человек с оптимизмом смотрит в будущее, открывая миру свое неповторимое «Я». Радуется каждому дню и новому жизненному опыту, увековечивая фантазию в металле, продолжает заниматься любимым делом.